Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Бадрагунба встретился с участниками конкурса «Команда Абхазии». Завершился ремонт фасада многоквартирного дома номер 185 на въезде в столицу. Работы проводили российские специалисты. Глава Россотрудничества Евгений Примаков провел онлайн-конференцию к столетию Института народной дипломатии. Команда Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса приступила к реализации программы на этот год. Президент Абхазии Бадрагунба провел встречу с участниками конкурса «Команда Абхазии». Главными темами встречи стали ключевые вызовы, стоящие перед страной, и роль управленцев в их преодолении. Инициатором проведения конкурса стал Бадрагунба. В основу модели отбора легли российский опыт и лучшие практики президентской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса управленцев «Лидеры России». Приветствуя участников конкурса, президент Бадрагунба поблагодарил молодых людей за участие, отметив, что необходимо сформировать команду, заточенную на решение долгосрочных задач, на улучшение жизни граждан. Невозможно строить современное государство, развивать современное государство на старых принципах и подходах. Безусловно, мы должны сформировать команду, нацеленную на решение долгосрочной задачи строительства нашего государства, улучшение жизни граждан нашей страны. Это то, на что мы должны опираться. Я сознательно в рамках своей уже новой деятельности не стал опираться на политические предпочтения. Все-таки политика политикой, а люди должны трудиться во благо государства профессиональные. Нужны прорывные решения, нужны решения, которые позволят качественно улучшить состояние дел в стране. И в этом смысле я, конечно же, хочу опираться на людей, которые могут привнести нестандартные подходы, решения, уверенные, целеустремленные. Организационный комитет конкурса «Команда Абхазии» возглавляет председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Тараш Хагба. На участие в проекте поступило более 3000 заявок, из которых первый этап преодолели почти 600 участников, второй – 345. Участники, показавшие лучшие результаты, получили приглашение на очное мероприятие, которое пройдет с 11 по 13 апреля в Сухуме. Победителями станут 20 человек. В основу модели отбора конкурса «Команда Абхазии» легли российский опыт и лучшие практики президентской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса управленцев «Лидеры России». Подобный проект «Лидеры России» мы уже проводим 5 сезонов, и в нем уже более 1 миллиона участников. И вот за 5 сезонов более 500 назначений только самого высокого уровня, за что мы, безусловно, порадовались. Опять же, правильно принятому решению. Вот это более 3000 человек, которые зарегистрировались на стартовом начальном этапе, я скажу честно, эта цифра по соотношению с количеством населения больше, чем в Российской Федерации. Это говорит о чем? Что востребованность на самом высоком уровне. Дальше, проходя различные этапы, которые мы помогаем сформировать вместе с экспертным советом, с наблюдательным советом, проходит очень на высоком уровне. В ходе встречи участники конкурса имели возможность рассказать о своем проекте. Я в первую очередь затрагивала тематику туризма. Именно международного туризма. Понятно, что российско-абхазского. Я работаю в туризме 12 лет, помимо активной общественной деятельности по направлению и российско-абхазских отношений, по направлению общественной, волонтерской деятельности. Меня очень сильно беспокоит направление инклюзивного туризма. И вы знаете, эта тематика, которая сейчас стоит на очень высоком уровне и в России, и в различных общественных организациях, и в НКО России, ставят вопрос о развитии инклюзивного туризма, особенно сейчас, в эпоху специальной военной операции. Вот. И у меня вот будет такой вопрос. Вот. Будем ли мы на таком большом государственном уровне решать вопрос по развитию, в том числе инклюзивного туризма? Я считаю, что с учетом опыта и профессионализма людей, мы обязательно будем искать новые подходы, в том числе и в этом направлении. Участник конкурса «Команда Абхазии» Демид Хагба из Гагры вместе с единомышленниками занимается подготовкой детей к управлению FPV-дронами. Сталкиваемся, конечно, с проблемой нехватки оборудования.
Также с нехваткой кадров, так скажем, потому что сегодня элементарно преподаватели НВП, большинство, я не знаю, может единицы, кто понимают, разбираются в этой технике и понимают, как управлять беспилотным летательным аппаратом. Сегодня, как мы видим, война уже совсем другая, как это у нас рядом происходит на СВО, что все сегодня через дроны. И поэтому просто хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет и, может быть, какое-то содействие с вашей стороны. Меня очень радует, что не только в 5 школах Гагарского района, где вы внедряете эту технологию, десятки школ в нашей стране, в том числе по личной инициативе, так же, как и вы, разрабатывают эти методики, внедряют. И я уверен, что если будет такого рода работа продолжена, результаты будут неплохие. Мы готовы со своей стороны от лица государства включиться в эту программу. Нам нужно понимание того, какие симуляторы, там же вы знаете, что есть разного рода симуляторы, разных категорий. Давайте проработаем совместно вопрос. Это не такое дорогостоящее оборудование, мы сможем себе позволить. Я думаю, что во многих школах мы можем реализовать эту программу. Более 2 часов проходила встреча президента Баадрыгунба с участниками конкурса «Команда Абхазии». В завершении встречи президент пожелал конкурсантам удачи и победы. Нам нужно всем вместе, сообща, применив тот опыт и наработки, которые мы имеем, стремиться к улучшению внешнего облика нашей страны, благосостоятельности, имиджа. И я уверен, что только в рамках такого подхода мы сможем реализовать все то, что наметили. Спасибо вам большое еще раз. Надеюсь, что уже в рамках финала мы сможем поздравить уже победителей этого конкурса и какие-то кадровые решения для тех, кто вышли в финал, реализовали себя, мы тоже будем наблюдать. Победителей конкурса «Команда Абхазии» ждет интенсивная программа стажировки в государственных органах и крупнейших компаниях страны и обучение в мастерской управления СЭНЖ платформой «Россия – страна возможностей». Важной частью станет обмен знаниями с ведущими российскими экспертами в области госуправления и корпоративного менеджмента. Алика Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение. Заявление грузинского руководства о восстановлении территориальной целостности Грузии свидетельствует о нежелании отойти от старых подходов, давно не отвечающих сложившимся реалиям. Так в МИДе Абхазии прокомментировали слова грузинского премьер-министра Ираклия Кубахидзе. Республика Абхазия – самостоятельное государство, определившее свой независимый статус на основании волеизъявления его народа. Дальнейшее сосуществование с Грузией возможно на основе добрососедства и взаимного уважения, отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства. Вместо декларации о восстановлении территориальной целостности в Абхазии хотели бы видеть со стороны Грузии стремление к конструктивному диалогу и поиску компромиссов, которые позволят создать мирные и взаимовыгодные отношения. В МИД Абхазии уверены в том, что заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией, а также открытие коммуникаций будут способствовать стабильности в регионе. 7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы Марии. В Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошло праздничное богослужение, в котором принял участие вице-президент Беслан Бигвава. Благовещение Пресвятой Богородицы всегда празднуется 7 апреля в православной традиции и 25 марта в католической. Этот праздник посвящен событию, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил о будущем рождении Иисуса Христа. В Народном собрании прошло заседание парламентского комитета по экономической политике, реформам и инновационным технологиям.
Депутаты обсудили инициированные председателем комитета Резу Зантария законопроекты, концепцию первоочередных мер по реорганизации системы госуправления и проекты законов об основах общественного контроля в Республике Абхазия, о рынке ценных бумаг, о развитии малого и среднего предпринимательства. Расширенный репортаж с комитетского заседания смотрите в нашей сегодняшней программе. Лаша Ашубан поздравил председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения. В Республике Абхазия высоко ценят ваше содействие дружественным абхазо-российским отношениям, стремление к дальнейшему межпарламентскому диалогу и взаимодействию на благо народов наших стран, говорится в поздравительном адресе. Министерство энергетики и транспорта Абхазии информирует об успешном завершении комплекса сертификационных работ в международном аэропорту Сухум имени Ардзинба. Инфраструктура и оборудование аэропорта Сухум соответствуют современным требованиям безопасности и позволяют обеспечить прием и обслуживание воздушных судов различных типов. Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией. Ранее соглашение предусматривало беспошлинный вывоз согласованных объемов бензина, дизеля, битума и пропана. Протокол к нему подписали в июле 2024 года. В Грозном он пополняет список стройматериалами, бытовыми товарами, изделиями из черных металлов, рыбой, овощами и фруктами. Начисления таможенных платежей за март составили 374,8 миллионов рублей. Прогнозные показатели выполнены на 106%, сообщает ГТК. За первый квартал текущего года таможенными органами начислено 932,8 миллионов рублей, что в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года больше на 209 миллионов рублей. Контрольный показатель по таможенным платежам за первый квартал выполнен на 102%. Ассоциация силовых ведомств Абхазии организованы трехдневные учебные сборы для преподавателей до призывной подготовки и гражданской обороны города Гагры и Гагрского района. Руководит сборами учредитель ассоциации полковник Беслан Мушба. Основная тема сборов – внедрение беспилотных авиационных систем в образовательные программы. На первом этапе планируется подготовить пилотов, инструкторов из числа педагогов. На втором – открыть детские конструкторские классы для освоения беспилотных авиационных систем. На 77-м году ушел из жизни видный адыгский режиссер и театральный деятель, заслуженный деятель искусства России, народный артист Республики Абхазия Касей Хачигогу. Касей Хачигогу стал известен далеко за пределами Адыгеи благодаря спектаклям, которые он ставил в Краснодаре, Нальчике, Владикавказе и Сухуме. В сентябре 2018 года в Сухуме состоялись гастроли Национального театра Адыгеи. Главный режиссер театра Касей Хачигогу тогда показал абхазской публике 5 спектаклей: «Кавказский малевой круг», «Кабалу Святош», «Слугу двух господ». Литературно-музыкальную композицию «Заклинаю, помните», посвященную 75-летию Сталинградской битвы, и сказку для детей «Только вперед». В республике продолжается масштабная диспансеризация школьников российскими медиками. На данный момент она проходит в Гагрском районе. Репортаж Сарии Кварцхели. В Гагру приехали необычные гости – врачи Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ. Школьникам люди в белых халатах сегодня не страшны, ведь их обследуют в стенах уже родной Гагрской первой средней школы.
Медики выявляют у детей возможные проблемы со здоровьем и определяют дальнейшие меры помощи. Сначала берут общий анализ крови и мочи. Затем с результатами школьники идут на осмотр к узкопрофильным специалистам – хирургу, педиатру, урологу, офтальмологу, эндокринологу, психиатру, кардиологу и другим. Профилактические осмотры на территории Республики Абхазия мы проводим уже на протяжении 1,5 месяца. В целом, предварительные результаты таковы, что заболеваемость среди детского населения в Республике Абхазия, она соответствует среднестатистическим заболеваемости, которые общепринятой. На первое место здесь выступают больше функциональные расстройства. Это болезни нашего социума. Это прежде всего значительные информационные нагрузки на детское население, которые ребенок испытывает, начиная с раннего возраста. Это телефоны, телевизоры, гаджеты. В связи с этим у ребенка страдает зрение, нарушение рефракции по типу гиперметропии и миопии. Это малоподвижный образ жизни. В связи с этим у детей возникает нарушение осанки, нарушение со стороны опорно-двигательного аппарата. В небольшом количестве, но тем не менее мы выявили так называемые орфанные заболевания. Эти дети будут взяты на особый контроль. Этим детям будет дана маршрутная карта, где они могут получить в соответствии с этой маршрутной картой самую высокотехнологичную медицинскую помощь. В течение недели в Гагре будет работать бригада из Воронежа. Она оснащена мобильным комплексом для развертывания профосмотров. Детям проведут ЭКГ, УЗИ сосудов головы и шеи. За день они смогут осмотреть 130 детей. Психическое состояние осмотренных удовлетворительное, без каких-либо нарушений, отмечает врач-психиатр Марина Рудиченко. Замечательные детишки, все здоровые. В их 6-7 лет они должны знать фамилию, имя, отчество, сколько им лет, когда у них день рождения. Кто-то больше рассказывает, кто-то меньше. В основном больше, от родителей идут жалобы, если они есть. В данном случае все хорошо. Диспансеризация занимается выявлением патологии. И это как детям, так и взрослым всегда полезно и нужно. Родители с большим удовольствием приводят детей на диспансеризацию, ведь все проходит прозрачно в их присутствии. В обществе бытует мнение, что многие боятся осмотра, опасаясь профилактических прививок или вакцинации. Однако все это миф, отмечают как специалисты, так и молодые мамы. Нечего бояться вообще, потому что дети восприняли очень хорошо, они спокойно, им это даже интересно, они подходят к каждому врачу, им интересно, что там происходит. У нас не каждый раз есть такая возможность, и поэтому я увидела еще в Инстаграме у врача, у нашего педиатра, она писала о том, что многие родители отказываются от диспансеризации, и она писала, она говорит, я знаю этих многих врачей, я с ними даже сотрудничала где-то, почему отказываются, мне удивительно, потому что к этим врачам получается большие очереди, и не всегда люди могут попасть к ним, а у нас есть, получается, возможность к ним попасть, во-первых, сегодня бесплатно, во-вторых, не у каждого родителя есть такая возможность повести ребенка, чтобы он прошел все это, чтобы знать, что у ребенка нет никаких проблем. У меня, например, ребенку сказали, одевайте более ортопедическую обувь. Я, например, об этом не знала, и сейчас буду больше обращать на это внимание. Карточки выдаются родителям, а все полученные данные будут оцифрованы и переданы в местные поликлиники для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья детей. Диспансеризация будет проходить до мая месяца включительно. Уже осмотрели более 12 тысяч детей по всей Абхазии. Сария Кварцхеля, Даур Цулуки, Абхазское телевидение. Завершился ремонт фасада многоквартирного дома номер 185 по улице Эшба. Работы проводились специалистами Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы за счет средств Российской Федерации. Площадь отремонтированного фасада составляет 3600 квадратных метров. Из них почти половина была разрушена от попаданий снарядов во время Отечественной войны народа Абхазии. Гунда Шоуа продолжит тему. 85 капитально отремонтирован. Глава администрации города Сухум-Беслан-Эшба встретился со строителями, которые рассказали об объеме выполненных работ. По словам замдиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Сергея Ушакова, восстановлено 1200 квадратных метров разрушенной площади. Заменили ограждения балконов переходных, поставили новые, соответствующие современным нормам безопасности. Также заменили полностью плитку на переходящих балконах, смонтировали экраны балконов жителей, смонтировали корзины для блоков кондиционеров, восстановили отмостку, смонтировали новую систему ливневки.
Фасад дома отремонтирован с применением современных технологий полимер-цементных смесей. Строители выкрасили фасад в соответствии с колористическим решением отдела архитектуры столичной администрации. В общей сложности 32 дня занял ремонт дома. Российские строители работали совместно с сотрудниками Горстройпроекта и обучили местных специалистов, чтобы в дальнейшем могли самостоятельно заниматься реставрацией фасадов многоквартирных домов в Сухуми. На сегодняшний день обучено 32 специалиста, в том числе 3 специалиста, которые имеют возможность работать по высотным работам с автолюками, с подъемными механизмами. И на сегодняшний день фасад дома соответствует всем нормам и требованиям современных фасадов. Глава администрации Сухума Бесланешба отметил, что реализация проекта ремонта фасадов многоквартирных домов стала возможной в развитии договора о сотрудничестве между двумя столицами, подписанного в 2023 году. С учетом того, что у нас были очень серьезные сложности, и не было ни специалистов, ни технических снаряжений, сооружений, тех, которые могут дать возможность работы перспективы над фасадами, мы обратились в правительство Москвы с просьбой, значит, как пример восстановить 1-2 дома. Значит, если есть такая возможность, предоставить технику, обучить местных жителей, чтобы работать с таким видом работ. И, в принципе, что по факту и произошло. Значит, вам огромное спасибо руководству правительства Москвы за принятое решение помочь. Еще у нас по городу есть пару объектов, которые восстанавливаются по этой же программе. Сегодня, в принципе, сдается дом. Фасад, как уже было сказано, не только фасад восстанавливался, но и пролеты, и ливневые стоки, ну и так далее. И отмостка. Это говорит о высоком профессионализме тех людей, которые сюда пришли нам на помощь. Огромное вам спасибо за помощь и за взаимодействие. 8 подъемных механизмов, так называемые люльки, 3 профессиональные автовышки и средства малой механизации передаются службам администрации Сухума. Российские строители поделились, что жители дома с заботой относились к рабочим. Капитальный ремонт – это всегда неудобство. Это шум, пыль, но жители дома относились к нам не только с пониманием, но еще и с заботой. Также все наши коллеги, подведомственные аппарату правительства города Сухум, также оказывали нам всестороннее содействие. И совместными усилиями, результатом которых является восстановленный фасад, я хочу выразить большую благодарность и вам лично, Беслан Федорович, и жителям. Спасибо. Спасибо. Произошло вот это чудо. Огромное спасибо вам и вашей команде. Огромное спасибо Фонду капитального ремонта города Москвы во главе с Сергеем Владимировичем Ушакова и его командой дружной. Надежда Адамия живет в этом доме с августа 1976 года. Довольны мы, конечно, очень. Рабочие просто великолепные и быстро работу делали. Ну, за месяц они сделали колоссальный труд. Спасибо, что сделали наш дом самым красивым. Мы произвели такой апгрейд просто до неузнаваемости. Очень приятно возвращаться домой. Особая благодарность всем строителям, всем, кто принимал участие. Дом со следами попаданий снарядов времен Отечественной войны преобразился. Жители любуются красотой отреставрированного дома, а прохожие признаются, что немного завидуют и с нетерпением ждут, когда очередь дойдет и до их фасадов. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Много новых идей и проектов. Команда Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса приступила к реализации программы на этот год. За 3 месяца проведена большая работа по внедрению родного языка, поддержанию общественных инициатив и сохранению окружающей среды. Эсма Джекерба расскажет подробнее. Команда Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса в 2025 году приступила к реализации проектов, утвержденных председателем Высшего совета Муссой Экзековым. К старым проектам добавилось много новых. В частности, совместно с АГТРК запускается цикл интервью со специалистами, где будут обсуждать вопросы сохранения Апсуара. Этот год для работников конгресса начался с приятного знакомства. Сотрудников ВАК из Абхазии и Алашара из Карачаева-Черкесии принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов. На встрече обсуждали вопросы изучения и сохранения абхазо-адыгских языков. Была видна сильная заинтересованность наших
друзей, вот, наших братьев из Адыгеи. Вот, встреча была запланирована на час, но она длилась свыше 2 часов. То есть это такой показатель того, что наша деятельность, она, скажем, привлекает. И если будет возможность в этом году вот, провести какие-то совместные проекты. То есть было поручение от главы Республики Адыгея составить дорожную карту для того, чтобы в перспективе вот, была возможность проведения совместных проектов и поделиться таким небольшим скромным нашим опытом. Надеюсь, эта встреча принесет свои плоды в этом году. Вот с такой вот встречи, вот с такого приятного знакомства начался этот год. Отдел по работе с местными представительствами продолжил проект Аймадара. В рамках первого выезда для учеников Ачимчирской школы-интерната в Сухуме была организована культурная программа. Школьники посетили студию керамики «Рама» и Абхазский государственный музей. Получил продолжение проект по начальной военной подготовке. В этом году отдел приступил к реализации нового проекта «Ахя», направленного на сохранение каштановых лесов. В рамках проекта было высажено более 200 саженцев. Наша деятельность по помощи, по реализации инициатив с местных представительств, она продолжается. Вот буквально у нас на днях в планах поучаствовать в обустройстве, в строительстве спортивной школы в селе Куланархуа. Также хотим еще принять участие в благоустройстве детской площадки в селе Бармиш, где сельчане сами своими руками установили детскую площадку. И мы по нашим возможностям хотим тоже поучаствовать в этом процессе. Результатом совместной деятельности ВААК и Государственного комитета по репатриации стали проекты «Аураща» и «Апсукошара». Это обучающие видеоуроки по абхазскому национальному танцу, тренинги по основам социального проектирования, совместный проект Конгресса и Государственного комитета по делам молодежи и спорту тоже продолжится в этом году. Он направлен на представление ряда проектов по улучшению качества командной работы, умению выявлять насущные проблемы в обществе и поиску путей их решения. В результате тренингов определяется самый востребованный проект. В Гальской школе номер 1 таким проектом-победителем стал курс по изучению абхазского языка. И уже с марта месяца 2 раза в неделю ученики старших классов в интерактивной форме изучают абхазский язык. Это огромная возможность развить свои способности в абхазском языке. К тому же стыдно не знать абхазский язык. Это вот язык, который, я думаю, должны знать все, которые живут в Абхазии. И, конечно, курсы тоже мне очень помогли. 1 месяц, но все же какой-то результат есть определенный. Отдел ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению будет продолжать проводить тренинги по профориентации. Также отделом совместно с Абхазским государственным драматическим театром запущен новый проект, в рамках которого сельские школьники посещают спектакли и знакомятся с миром театра изнутри. В этом году началось сотрудничество ВААК с Общественным центром социальных инициатив из Ростовской области. Совместный проект 2 организаций «Точка роста НКО Абхазия» получил поддержку Фонда президентских грантов Российской Федерации. Проект направлен на поддержку молодежных общественных инициатив в сельских населенных пунктах. Проект заключается в том, что будет основано сотрудничество с нами, и в рамках этого сотрудничества будет углублен проект по социальному проектированию, который ВААК проводил в прошлом году. Благодаря нашему новому партнерству этот проект получается углубить. И получается, что школа получит не только мини-грант на реализацию идей детей, но также в школе будет оборудовано общественное пространство. Здесь имеется в виду небольшой класс, в котором будет оборудован который будет оборудован проектором, экраном, компьютером, пуфиками, ну и в целом всем необходимым для того, чтобы дети реализовывали свой творческий и свой общественный потенциал. Продолжает свою работу информационный отдел Конгресса. Уже с началом года выпущено 66 публикаций. Все материалы переведены на 6 языков. Любой желающий может ознакомиться с ними на официальном сайте Конгресса. Эсма Джикерба, Нарсу Цулукия, Абхазское телевидение. Глава Россотрудничества Евгений Примаков провел онлайн-конференцию для иностранных журналистов.
Она была приурочена к столетию Института народной дипломатии. Примаков рассказал, как за это время изменились задачи и функции агентства, какова география работы Русского дома и какие проекты планируются в будущем. В мероприятии приняли участие журналисты из Абхазии, Южной Осетии, Китая и многих других стран. Продвижение российского образования, науки и культуры, поддержка соотечественников за рубежом, молодежные проекты, содействие международному развитию, историко-мемориальная деятельность. На вопросы в прямом эфире отвечает руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. В онлайн-пресс-конференции приняли участие 12 стран, представители Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Киргизии, Болгарии, Монголии, Китая, Индии, Турции, Южной Осетии, Абхазии. Какие направления по взаимодействию с Абхазией, на ваш взгляд, требуют дополнительных импульсов? Мы сейчас видим, как активно Российская Федерация включилась в проекты, вот те самые, которые я называл как содействие международному развитию, поддерживая и школы, и больницы, и в том числе и даже коммунальную инфраструктуру. Сейчас откроется, вот мы надеемся, вот-вот и аэропорт в Сухуме. И мне кажется, будет правильно, если бы эта образовательная квота, которую мы даем, включала больше, она и так включает, но включала еще больше специалистов, которые будут поддерживать работу этого аэропорта. Там много профессий нужно, и инженерных, и айтишных, там, и так далее, и так далее. Хотелось бы, чтобы больше у нас все-таки коллективов творческих по линии культурной дипломатии приезжало в Абхазию. У вас есть блестящие совершенно свои исполнители, но тем не менее вот этот вот обмен какими-то концертами, мероприятиями, мне кажется, это было бы очень полезно. Пресс-конференцию посвятили столетию Института народной дипломатии. Евгений Примаков рассказал, как за век изменились задачи и функции Россотрудничества, как расширялась география агентства, какие двусторонние межгосударственные проекты готовятся. В частности, много программ успешно реализуются и в Абхазии. Одна из них – образовательная. В Абхазии очень востребован проект обучения граждан Абхазии в российских вузах. Как вы оцениваете результаты этого проекта и как он будет дальше развиваться? Обязательно будет развиваться. У нас почти 100 человек, где-то 98, под 100 человек студентов из Абхазии в квоту попадает. Еще раз повторю, это только квота правительства. На самом деле гораздо больше ребят едет учиться в Россию. Это правильно. Очень хороший конкурс. 5-6 примерно человек на место в Абхазии. Это здорово. Это значит, что российское образование пользуется очень большим спросом. Конечно, в первую очередь, как я уже говорил, на примере тоже Армении, например, люди едут в основном на медицину. Но мне кажется, сейчас с учетом, я уже говорил об этом, открытия аэропорта, сейчас технические какие-то инженерные специальности, связь и прочее тоже будут очень сильно востребованы. Мы очень позитивно настроены. Есть особенность некоторая, которая касается Южной Осетии и Абхазии. Надо не забывать, что та самая квота для обучения в Российской Федерации, в вузах, она относится, конечно, к иностранцам, а не к российским гражданам. Почему я говорю Южной Осетии и Абхазии? Потому что очень много обладателей российских паспортов. Конечно, им хотелось бы попасть именно в эту квоту. Давайте, раз уж вы российские граждане, то будем поступать как положено. Да? Все-таки для иностранцев. Это раз. И два. То, что беспокоит меня и тревожит, опять же, и в отношении Южной Осетии, и в отношении Абхазии. Все-таки хотелось бы, чтобы молодые люди не рассматривали возможность обучения в России как способ уехать из своей родины. Какие мероприятия запланированы по линии Россотрудничества в Абхазии в связи с 80-летним юбилеем Победы? Череда мероприятий, такие как сад памяти, огонь памяти, свеча памяти. У нас есть еще там вальс Победы, например, такой забавный, очень, очень трогательный флешмоб, наверное. Мне кажется, в прошлом году даже наши сотрудники танцевали вальс Победы, и потом ролики мы размещали, это очень трогательно. Но мы... Слава Богу, что в Абхазии, благодаря кавказскому долгожительству, все еще остаются живыми старики, которые ветераны, которые участвовали в войне. Дай им Бог
здоровья. Такие есть, конечно, там и в Армении, и в Кыргызстане, и в Азербайджане, и в других странах. Но вот в Абхазии, насколько я знаю, очень наше представительство трогательно относится к ним, приезжают, поздравляют, это важно. Конечно, да, и диктант победы пройдет, все будет сделано в лучшем виде. За 100 лет истории общественной дипломатии и Россотрудничества прошло путь от Всесоюзного общества культурной связи за границей, образованного в апреле 1925 года, через Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при правительстве, а затем при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и так до нынешнего статуса федерального агентства, созданного в сентябре 2008 года. Гугут Савардания, Ахрамичба, Абхазское телевидение. Эстафета Победы прошла в Галском районе. Торжественное мероприятие организовали в селе Бгура, где недавно отреставрировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Руководители района, представители погрануправления ФСБ России в Абхазии, военнослужащие, жители района, школьники минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к памятнику. На митинге выступили заместитель начальника погрануправления ФСБ России в Абхазии Дмитрий Трошин и глава администрации Галского района Константин Пилья. Исполняющий обязанности министра просвещения, исполняющий обязанности министра культуры Абхазии Налгабля и Динара Смыр примут участие в международном форуме «Евразия. Территория традиционных ценностей» в качестве экспертов. Мероприятие пройдет 10-11 апреля в Москве. Форум станет масштабным мероприятием культурно-просветительского и духовно-нравственного характера. В нем примут участие около 1000 представителей политических, образовательных, научных, культурных, гражданских, бизнес и медиа сообществ стран Евразии. Фортепианный дуэт «Пиано-дуо», солистами которого являются Нинель Бжаня и Гулиза Авицба, Государственный камерный оркестр Абхазии под управлением Давида Терзяна выступили в Самарской государственной филармонии. Концерт прошел в рамках обменных культурных мероприятий между Россией и Абхазией. По признанию музыкантов, они впервые совместно выступают в одном из ведущих концертных организаций России. Для самарских зрителей была подготовлена новая программа. Прозвучат шедевры мировой классики, а также джазовые композиции, рок-музыка, саундтреки из фильмов и мультфильмов. Это Самарская филармония, сцена шикарная, и аппаратура, и самое главное, здесь стоят 2 стенвея, легендарных стенвея. Здесь играл и Петров, и Гилельс, и Мацуев. Кстати, это тот рояль, на котором будет сегодня играть Гулиза наша. Ну, историческая сцена, историческое здание. Как сказал нам один из работников филармонии, это сердце России, культурное сердце России. Но мы, в принципе, надеемся, что концерт пройдет хорошо, что публике понравится наша программа. Мы собрались с духом, надеюсь, все будет у нас получится. А вы программу специально готовили для этого концерта? Да, для этого концерта у нас другая программа, не такая, как была в Сухуми. Мы выбрали самое интересное из нашего репертуара, добавили кое-что. Взяли несколько произведений из прошлой программы, ну, такой вот симбиоз. Постараемся, чтобы, ну, все же здесь публика, она больше привыкла к академической музыке. Мы выносим именно такие произведения. В конце немножко их развлечем, но в основном это будет академическая музыка. 18 апреля в Сочи состоится гала-концерт лауреатов и призеров международного музыкального конкурса «Лаборатория Алисы Гицба». На сцене выступят София Саканя, Миружан Саргсян, Мария Самусева, Даниил Санитар. Аккомпанировать им на фортепиано будет Виктория Иванова, на органе Владимир Королевский. Концерт состоится в зале органной и камерной музыки в 19 часов. Билеты уже в продаже. Мероприятие состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. А сейчас прогноз погоды.
По сообщению Гидрометцентра, 8 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, гроза, туман. Температура воздуха плюс 8-13, температура морской воды плюс 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.